Добрый день, уважаемые члены, уважаемые жюри. Разрешите предоставить нашу исследовательскую работу на тему психоэмоциональные особенности детей с заболеваниями органов дыхания. Цель нашей работы – это изучить психоэмоциональные особенности детей с заболеваниями органов дыхания. Для достижения цели нам поставлены следующие задачи. Определить общее самочувствие, степень эмоциональной и физической активности и настроения детей с заболеваниями органов дыхания. Оценить психоэмоциональные особенности детей с заболеваниями органов дыхания. Гипотеза. Психоэмоциональные особенности детей с заболеваниями органов дыхания значительно отличаются от психоэмоциональных особенностей здоровых детей. Предмет исследования. Психоэмоциональные особенности личности. Объектом исследования выступили дети с заболеваниями органов дыхания. Выборку составили 15 здоровых детей и 15 детей с заболеваниями органов дыхания. Фактическая значимость. Данная работа состоит в том, что она может быть использована для прогноза профилактики и реабилитации детей, имеющих психоэмоциональные особенности с заболеваниями органов дыхания. Методики. Шкала явной тревожности СМАС, методика САН. Анализируя полученные в результате обработки данные исследования, мы видим, что доминирующие части, то есть 41% представлена несколько повышенной тревожностью детей, страдающих заболеваниями органов дыхания. На данный показатель мог повлиять начало учебного года, способствовавшее к увеличению физической нагрузки и климатические условия места жительства. По результатам анализа самочувствия наибольший балл обнаружен у 45% детей по шкале благоприятного состояния. В отношении степени физической активности у 60% детей преобладает шкала неблагоприятное состояние. Исследовав показатели настроения, нам выявлено, что самое наибольшее количество ответов относится к шкале благоприятное состояние. К данному показателю относится 60% исследованных детей. Отсюда можно сделать вывод, что дети испытывают трудности при изменении состояния здоровья, связанных с заболеваниями органов дыхания. При заболевании у детей тревога проявляется как эмоциональный дискомфорт, связанный с ожиданием неприятностей, предчувствием угрожающей или кажущей опасности. По результатам нашего исследования выявлено, что у здоровых детей по сравнению с детьми, страдающими заболеванием органов дыхания, уровень нормальной тревожности доминирует в отношении 60% на 28% соответственно. Это может быть связано с тем, что у ребенка из-за болезни повышается уровень тревожности по причине изменения настроения, раздражительности, беспокойствия, подавленности и других психических состояний. Сопоставление вышеперечисленных данных показывает, что самочувствие в благоприятном состоянии в двух группах были преобладающими 80% у здоровых детей и 45% у детей с заболеваниями органов дыхания. У шкалы активности благоприятное состояние у детей с заболеваниями органов дыхания приравнивается 28% у детей с заболеваниями дыхательных органов, а 73% у здоровых детей. При сравнении вышеперечисленных данных показывает, при сравнении настроения больных и здоровых детей разница показателей установлена, что благоприятное состояние присутствует у 60% детей с заболеваниями органов дыхания и у 85% здоровых детей. Сопоставив все показатели в отношении здоровых больных детей, мы можем утвердить, что данная группа существенно отличается по данным шкалам, что относится к особенностям психоэмоционального состояния детей с заболеваниями органов дыхания. Выяснилось, что у здоровых детей более хорошее психоэмоциональное состояние, чем у больных детей. Это можно объяснить тем, что дети с заболеванием органов дыхания находятся в полной зависимости от взрослых и не имеют возможности проявлять свои эмоции из-за заболевания. Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что у детей с заболеванием органов дыхания накапливается масса негативных эмоций, обид и капризов, а здоровые дети находятся в хорошем расположении духа и имеют возможность в полной мере проявлять свои эмоции. В результате полученных данных нам удалось проверить гипотезу и выяснить действительность наличия существенных различий между детьми с заболеванием органов дыхания и здоровыми детьми. Благодарю за внимание.